Просто слушайте. Участвуйте. Are you ready? Here we go. 8 часов 8 минут утра в Башкирии, в эфире «Эхо Москвы», в Уфе, уфимский разворот. Меня зовут Айдар Ахмадиев, звукорежиссер Никита Полянин. Мы работаем в прямом эфире, трансляции в Facebook и на YouTube также ведутся. Я напоминаю и всегда, и никогда не перестану об этом напоминать. У нас есть YouTube-канал «Эхо Москвы» в Уфе, на который вы можете подписаться. И если вы хотите видеть эксклюзив, то вы обязаны это сделать, как мне кажется, потому что довольно часто мы публикуем там эксклюзивные видеозаписи того, что происходит в нашем регионе. Поэтому YouTube-канал «Эхо Москвы» в Уфе. Также номер для сообщений в Telegram +7 927 304 1051. Вы сможете по этому номеру телефона прислать свои вопросы. И вот хотелось бы отметить, обычно у нас слушатели делают это традиционным способом, с помощью СМС на этот номер телефона, но прямо сейчас что-то происходит с нашим оборудованием, и поэтому предлагаю отправлять сообщения в Телеграме. Все-таки давайте мы с вами будем модернизироваться, исследовать современным трендам развития цифровых технологий. Поэтому Telegram 927 304 1051. Пожалуйста, вопросы и мнения ваши туда. Напоминаю, что у нас есть подкасты на Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Apple подкасты, Castbox. Именно там вы можете послушать записи практически всех выпусков передач «Эхо Москвы» в Уфе в любое удобное время. План сегодня не совсем стандартный, не традиционный. Обзор прессы, почитаем материалы наших коллег-журналистов региональных СМИ за пятницу, субботу и воскресенье. Вышло довольно много материалов, много однотипных, правда, но я все-таки попытался сделать такую подборку, чтобы попытаться все максимально произошедшее за выходные в Башкирии охватить. И без голосования сегодня, потому что 3 интервью. Сразу 3. Первое интервью будет в первой половине по телефону с Эльмиром Мухаметьяновым, бывшим активистом, запрещенной в России решением Верховного суда Башкирии организации «Башкорт». И во второй половине у нас интервью с Аркадием Даларяном, председателем Башкирского регионального отделения Союза армян России. И дальше с Альфиром Сабировым, главой Кармаскалинского района Башкирии. Кто следит за новостной повесткой региональной, тот в курсе уже, что произошло в Кармаскалах. Ну а подробнее, если кто-то не знает или кто-то хочет услышать подробности, в обзоре прессы, который прямо сейчас. Много СМИ об этом написали, очень много материалов вышло, но вот в том числе и на «Эхо Москвы» в Уфе. Все-таки это мой любимый источник, и поэтому представлю материал оттуда. Значит, в Кармаскалах в ходе спецоперации задержаны более 30 человек. Первые сообщения об инциденте появились после 18 часов в субботу, в минувшую. Судя по видеороликам и сообщениям в телеграм-каналах, задержания происходили в жесткой форме. Людей вытаскивали из автомобилей, разбивая в них стекла. Задерживаемых били дубинками и валили на землю. Активист Фаиль Алсынов рассказал «Коммерсанту», что в селе планировалась встреча местных жителей с представителями армянской диаспоры из-за произошедшего ранее конфликта. Но на встречу вместо армян приехали сотрудники силовых ведомств. В то же время Башинформ сообщил, что задержанные планировали спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, по вопросу контроля над их бизнесом. А МВД ситуацию официально на тот момент не комментировала. Это было 8 ноября утром. Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров написал в социальных сетях, что не считает происходящее межнациональным конфликтом. Он считает, что это просто какая-то бытовуха. И отдельно желающие хайпануть, вот значит, он попросил их не выдавать желаемое за действительное. С Альфиром Сабировым мы сегодня еще, как я уже говорил, поговорим по телефону. Кстати, вот есть еще материал на sapkor02.ru. Верить материалам на 100%, конечно же, нельзя. Нужно все проверять, читать несколько источников. Но мы с вами знаем правила фильтрации и проверки информации в наш информационный век. Итак, sapkor02.ru. Межэтническая разборка в Кармаскалинском районе чуть не случилась из-за небольшого долга. Жестко действовали силовики, нейтрализуя возможную криминальную разборку в Кармаскалинском районе. Ну и так далее, и так далее.
Что пишет sapkor02.ru, который славится своими материалами эксклюзивными, да, некими сливами из силовых ведомств. Как рассказали нам источники, пишет журналист Sapkor02, знакомые с ситуацией. Конфликт, из-за которого вышло столько шума, изначально был бытовым. Один из местных парней оказался должен знакомому, и кредитор начал предпринимать какие-то действия, чтобы заставить платить должника. Когда мужчина пришел домой к задолжавшему, но дверь открыла его мать. Женщина, поняв, что посетители хотят навредить ее сыну, как настоящая мать, пишет журналист, приняла удар на себя и попыталась выставить непрошенных гостей. Незнакомцы и хозяйка дома принялись перетягивать на себя дверную створку, но женщина получила нешуточный синяк от удара дверью. А визитер пообещал обратиться к армянам, если долг ему не отдадут, якобы. И надо же так тому случиться, пишет журналист, что должник был знаком с парнем, который водил тесную дружбу с представителями ныне запрещенной организации «Башкорт», которые на свою беду гостили в районе. Узнав, что кто-то поднял руку на представительницу слабого пола, активисты решили не давать спуска предпринимателям. Они пригласили кредитора на переговоры, в кавычках, но соперники оказались хитрее. Вместо того, чтобы прийти на разборки, написали заявление в полицию. Когда парни, одержимые справедливым гневом, приехали на стрелку, их уже ждали бойцы ОМОНа, пишет Sapkor02. Вот такое видение событий. В то же время, вот сегодня, как я уже говорил, у нас будет Аркадий Даларян, он тоже, это председатель Башкирского регионального отделения Союза армян России. Союз армян России сделал объявление. Вчера кажется, что армяне здесь никак вообще не задействованы, и отстаньте от нас, якобы, да. Вот сегодня узнаем, действительно, и почему так считается. В продолжении истории «Коммерсант». То, что предшествовало этим событиям. Активистка Рамиля Саитова арестована на 2 месяца. Кировский райсуд Уфы по ходатайству следователя республиканского УФСБ заключил под стражу до 6 января следующего года активистку и башкирскую националистку Рамилю Саитову, сообщили в пресс-службе райсуда. Решение принято с учетом личности Рамили Саитовой, это цитата, принимая во внимание неоднократное привлечение ее к административной ответственности за правонарушение экстремистской направленности. Органами предварительного следствия она обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности. Максимальный срок наказания по этой статье составляет 5 лет лишения свободы. Напомним, да, 4 ноября Саитова опубликовала на своем YouTube-канале видеообращение к ее последователям, в котором объявила, значит, ЕЕН, это некий народный сход в Башкирии, который должен был состояться где-то, не помню точно, и на этом сходе планировалось решить вопрос, значит, разные там вопросы о караван-сарае в Оренбургской области, якобы его там неизвестные люди оккупировали, что-то такое, да, верните его нам. Об армянах, там, значит, Рамиля Саитова сказала, что она ставит, и активисты ставят ультиматум людям армянской национальности, что якобы они должны покинуть территорию Республики Башкортостан до 31 декабря, по какой-то причине, непонятной для меня лично, и, я думаю, для всех адекватных, в принципе, людей. И вопрос о сносе крестов на Урале. Вот так вот. И в том числе она назвала там одно село в Белорецком районе Башкирии, где этот крест стоит, один из, и который нужно в первую очередь снести. Она там такое в видеозаписи сказала, что вот если вы этот крест, значит, она к властям обращалась официально, не снесете сами, сделают это активисты. Вот так вот она сказала. И после этого на следующий день появились сообщения, что этот крест кто-то поджег. Завели уголовное дело МВД. Вот, это, видимо, стало последствием вот как раз высказываний Рамили Саитовой, как мне кажется. Ну ладно, у нас осталось чуть-чуть времени до интервью, давайте мы перейдем к другим темам. Башинформ. Вот такой, знаете, в новостях, в журналистике последний сюжет, обычно, если вы замечали на телевидении, это некий такой интересный сюжет. Там родились котята, что-то такое счастливое, доброе. Это называется бантиком. И вот в данном случае бантик будет сейчас. Башинформ. Жительница Башкирии выиграла по подписке 5 тонн асфальта. Вот так вот. В Башкортостане проходит подписная кампания на газеты и журналы, оказывается. В Зианчуринском районе среди подписчиков местной газеты проводилась лотерея. Жительница села Исенгулова Лилия Акчурина, сдав свою подписную квитанцию на второе полугодие, выиграла 5 тонн асфальта. Работники дорожного хозяйства района положили асфальт во дворе подписчицы. Читательница много лет выписывала, значит, разные газеты.
Что там еще? Было вот потом, насколько я знаю, да, кроме 5 тонн асфальта, там было вообще 2 приза, в том числе и теленок. Вот теленок или 5 тонн асфальта. Вот такие прекрасные подарки. И тут очень счастливая женщина на фотографиях в этом материале. Поэтому, кому интересно, Башинформ, жительница Башкирии, выиграла по подписке 5 тонн асфальта. Следующая новость, раз уж мы успеваем. «Эхо Москвы» в Уфе. Суд в Нефтекамске оправдал экоактивиста Тагира Кагарманова. Он планирует обратиться в Генпрокуратуру России. Что произошло? Активисты движения «Стоп Камбарка» и экс-кандидата в депутаты Нефтекамского горсовета от партии КПРФ задержали в среду, в минувшую на прошлой неделе. После в интернете распространилась видеозапись, на которой видно, как на мужчину надевают наручники и кладут его на землю. А Кагарманов кричит от боли. Он провел ночь и продолжал ожидать суда на следующий день в отделении МВД. Поводом для его задержания, по словам Кагарманова, стало наблюдение на сентябрьских выборах в Нефтекамске. Он снимал действия членов участковых избирательных комиссий, из-за чего на него составили жалобу. Также ему вменяли неповиновение законному требованию полицейского при задержании. Так вот, именно по этому обвинению суд Нефтекамский оправдал Тагира Кагарманова. А разбирательство по административному делу об помехах на выборах состоится 20 ноября, по словам Тагира Кагарманова. Знаете, не ожидал я такого решения, правда, что у нас оппозиционного деятеля суд оправдал. Это для нас какой-то сюрприз в России. В принципе, оправдательный приговор в российских судах — это, конечно, действительно сюрприз. Это непонятно, это необычно. И кому интересны подробности, интервью с Тагиром Кагармановым, «Эхо Москвы», «Идель Реалии», и куча других региональных средств массовой информации. Сейчас предлагаю вернуться к теме ситуации в Кармаскалах и позвонить бывшему активисту, запрещенной в России решением Верховного суда Башкирии организации «Башкорт» Эльмиру Мухаметьянову. По его словам, он какое-то время заменял Фаиля Алсынова, который был, насколько я знаю, лидером этой запрещенной в России организации «Башкорт». Эльмир вчера совместно с другими активистами, которые раньше тоже, насколько понимаю, были в «Башкорт», съездил в Кармаскалинский район, и там они попытались разобраться с этой ситуацией, действительно ли каким-то образом задействованы их сторонники. Эльмир с нами на связи. Доброе утро, Эльмир. Доброе. Эльмир, что произошло в Кармаскалах в субботу в минувшую? В Кармаскалах что произошло? Чтобы понимать вообще, что там произошло, надо знать, что было вообще до этого. То есть во всех там госсми, если почитать, там пишут, что произошел межнациональный конфликт. С одной стороны, да, пишут то, что там организация «Башкорт» участвовала, а с другой стороны пишут, там была обычная бытовая драка. Если так вникнуть, в общем и целом, если вникнуть, то есть правда и с той стороны, есть правда и с этой стороны. Mm-hmm. То есть, если так взять, порассудить, просто со стороны посмотреть, там действительно произошел конфликт на фоне того, что там один другому был должен денег, и из-за этого была назначена встреча. Кто эти один к другому? Один парень, это его зовут Айтуган, это местный парень, а вторые тоже там местные ребята. Но там же главный вопрос-то какой, у меня буквально несколько дней телефон разрывается, да, там со всех районов спрашивают, что же там произошло и что же нам делать. И всех волнует один вопрос: были ли там армяне? Были или нет? Этот вопрос тоже можно ответить утвердительно. И то там, знаете, ошибка в чем? Там даже не сами, наверное, армяне были, да, там есть такая диаспора, езиды называется, тоже есть такая народность. У них там имена, фамилии с армянскими созвучные, поэтому, возможно, их и перепутали с армянами.
То есть, на самом деле, армяне здесь ни при чем. Это вот как заявляет Союз армян. Правильно я вас понимаю? Ну, конкретно я вот вам сказать, то, что там армяне ни при чем, сказать не могу. Почему? Потому что, ну, вот я, грубо говоря, не различаю там армянин это, езид это или курд. Но в чем вообще вся ситуация, да? Вот когда наша организация еще существовала, БО «Башкорт», и мы вели свою деятельность, к нам неоднократно именно с Кармаскалинского района обращались ребята, так сказать, которые просили постоянно помощи. Помощи в чем? Они приходили и говорили, то, что у них постоянно возникают конфликты с местной армянской диаспорой. То есть, возможно, это и езиды, то есть, ну, местные же не различают там, это он езид, армян или курд, то есть, может быть, это были армяне, может быть, это были езиды. Ну, как бы, условно, так сказать, возьмем их, скажем, армяне, да, то есть, на фоне чего там конфликты у них происходили. Вот только на моей памяти, как я помню, раза 3 приезжали люди, у кого-то там толпой кого-то побили, кого-то там на деньги кинули, где-то себя дерзко вели и постоянно просили нас помочь в этой ситуации разобраться. Ну, поэтому для меня лично вот это то, что случилось пару дней назад в Кармаскалах, лично для меня как бы прям таким новым, что ли, не стало. Это само собой разумеющаяся вещь стала, потому что к этому все и шло. Вы знаете, вот, Эльмир, да, наш радиослушатель спрашивает, а какое отношение в этой конкретной стычке имеют армяне и почему фигурируют активисты Башкорта? Ну, смотрите, конкретно в этой стычке, то есть непосредственными участниками, да, то есть там вот этой стычки армяне не были, но они там были замешаны. Замешаны в каком плане? То, что вот там же встречу назначили, то есть одни назначили встречу другим, должна была состояться встреча, на которой там, грубо говоря, должны были поговорить по-мужски, да, там вопрос долго решить, то есть армяне должны были подъехать с той стороны, которую должны. И они должны были подъехать разговаривать за тех, которые должны были отдавать денег и которые вот там вломились в дом, да, к этому парню и побили эту женщину. То есть конкретно встреча была назначена с ними, разговаривали с ними. Хорошо, Эльмир, ну знаете, вот что происходит, да, после этого конфликта, например, в телеграм-канале Кушта онлайн, много говорилось именно про армян, обвинялись армяне и так далее. А потом выясняется, что на самом деле здесь вот кто-то только конкретный, да, причастен, и армяне вообще там причастны или нет, я до сих пор не могу особо понять. Вот почему тогда сразу нужно было разводить такую панику и сразу обвинять армян во всех грехах? То есть вы же понимаете, когда пишут про армян, это вот некая межнациональная рознь создается. Как-то армяне на себя это воспринимают все. Вот как вы к этому относитесь, к таким сообщениям сразу преждевременным? Ну, я с вами в этом совершенно согласен, да, в том плане, то, что тут какой-то хотели разжечь межнациональный конфликт. Лично у меня у самого есть друзья, товарищи армяне, да, которыми я хорошо общаюсь, с которыми веду какие-то дела, то есть и наверняка то, что сейчас вот я вот такое вот говорю, возможно, им не понравится, но как бы не сказать как есть, я тоже не могу. То есть проблема-то существовала, то есть вот это почему там армяне, да, замешаны, так сказать, оказались, почему везде там кричали, как я понимаю. Во-первых, насчет межнационального конфликта начали писать, там буквально случился конфликт, и через буквально там, я не знаю, полчаса, наверное, там час, может быть, в правительственных СМИ, да, там Башинформ, начало выходить сообщение о том, что вот случился межнациональный конфликт между участниками БО «Башкорт» и там с армянской диаспорой, 5-е и 10-е. То есть вот в этой ситуации тут, да, действительно могло случиться, очень большая беда могла случиться, очень большой конфликт мог пойти. И тут правительство в первую очередь, да, вот люди с правительства, вместо того, чтобы обвинять там БО «Башкорт» во всех смертных грехах,
То есть не армян же правительство обвиняло, они обвиняли ПВО Башкорт, то, что они поехали отжимать там какой-то армянский бизнес, да, и после этого там вот это вот пошло нагнетание атмосферы. А мы же, в свою очередь, когда узнали то, что там, да, действительно, были кто-то из наших ребят, ну, вот вчера буквально с Фаилем Алсыновым, когда он мне позвонил и предложил туда съездить и разобраться на месте, да, что там на самом деле произошло. Если там наши ребята, естественно, поехал. Ильмир, у нас остается мало времени, а кто вот хотел этот конфликт межнациональный разжечь, как вы думаете? Вы сказали, кто-то хотел этот конфликт разжечь. Ну, я думаю, те, кому это выгодно. А кто это может быть? Кто это может быть, это уже, я думаю, людям решать. Я единственное могу сказать то, что мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы этого конфликта не случилось. Потому что вот, ну, буквально как все это случилось, телефоны реально разрывались, и на следующий день там такая беда могла случиться. Скажите, вот этот конфликт мог ли быть последствием высказываний Рамили Саитовой? Я думаю, нет, навряд ли это последствия высказывания. Этот конфликт, это, я считаю, это недоработка властей. То есть недоработка с местными диаспорами, недоработка с местным населением. То, что просто довели до такого состояния, когда, ну, реально говорю же, не раз к нам обращались, и то есть проблема была, но никто ее на этом месте не решал. Вот и все. Спасибо. У нас время, к сожалению, закончилось. Ильмир Мухаметянов, бывший активист, запрещенный в России решением Верховного суда Башкирии, организации «Башкорт». Продолжим во второй половине часа еще 2 интервью на эту тему. В Москве. Здравствуйте, в студии Алексей Гусаров на Эхе Новости. Правозащитный центр «Весна» насчитал более 1000 задержанных в Беларуси на воскресных акциях протеста. В их числе оказались обладательница титула «Мисс Беларусь-2008» модель Ольга Хиженкова и серебряный призер Олимпийских игр легкоатлет Андрей Кравченко. Как пишет издание «Наша Нива», в одном из отделений милиции задержанных заставили стоять во внутреннем дворике по 8-9 часов. В соцсетях появились фото, как людей выстроили вдоль забора с поднятыми руками. Массовые акции протеста с требованиями отставки Александра Лукашенко продолжаются в республике уже 3 месяца. Британская газета «Мелон Санди» утверждает, что Мелания Трамп собирается подать на развод. В публикации говорится, что первая леди США считает каждую минуту до того момента, как Дональд Трамп покинет Белый дом, она сможет развестись. По словам бывшего помощника президента США Мороса Маниголд, если бы Мелания Трамп попыталась уйти во время президентства Трампа, он бы счел это унижением и стал бы искать способы ее наказать. Издание отмечает, что в брачном контракте может быть пункт о запрете на публичную критику мужа. Лидер партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон объявил, что будет участвовать в президентских выборах. Политик написал в Твиттере, что намерен свергнуть президентскую монархию и созвать учредительное собрание для основания Шестой Республики. Сбор подписей, их нужно 150 тысяч для участия в выборах, Меланшон начал в интернете на специально созданном сайте. Франция выберет президента в 2022 году. На прошлых выборах Меланшон получил почти 20% голосов. Нынешний президент Эммануэль Макрон в первом туре набрал 24%. Рейтинг крупнейших компаний с иностранным участием по версии журнала Forbes возглавила Renault Россия. Ее выручка за прошлый год составила 435 миллиардов рублей. На втором месте табачная компания Philip Morris International с выручкой в 333 миллиарда. На третьем еще один автопроизводитель Volkswagen Group Rus, который в прошлом году заработал в России по подсчетам издания 330 миллиардов. С 2016 года неизменным лидером рейтинга была французская сеть магазинов Auchan. В новом списке она на 5-м месте. Строчка выше сеть строительных магазинов Leroy Merlin.
Футболист «Зенита» Артем Дзюба заявил, что в произошедшем скандале винит только себя. Спортсмен отметил, что в моменты, когда почти все отвернулись, он ценит тех, кто его поддержал. Артем Дзюба опубликовал видеообращение в своем инстаграме. Накануне капитаном «Зенита» в матче с Краснодаром, который завершился со счетом 3-1, был не Дзюба, а защитник Дэн Ловрен. До этого главный тренер сборной Станислав Черчесов сказал, что не вызовет Дзюбу в команду из-за видео, которое попало в сеть в субботу. Игрок там мастурбирует. Издание «База» утверждает, что телефон Дзюбы недавно был взломан. О валюте. Курсы ЦБ на сегодня. Доллар стоит 77 рублей 19 копеек, евро 91,35. О погоде в Москве +1. Днем от 2 до 4 градусов. Переменная облачность без осадков. Алексей Гусаров, служба информации, «Эхо Москвы». 3, 2, 1. Реклама. По понедельникам и четвергам после 13 часов в студию «Эхо Москвы» в Уфе приходят те, кто хочет сделать наш город лучше. Слушайте совместную программу «Эхо» и Центра современного искусства «Облака» «Парк искусств». Ведет программу Валерьян Гагин. В Уфе есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, что не боятся высказать его вслух. По будням эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» со вторника по четверг после 15 часов. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. 8 часов 35 минут в Башкирии. В эфире новости, в студии Айдар Ахмадиев. Здравствуйте. В Уфе несколько десятков человек снова выстроились в живую цепь против застройки парка имени Мажита Гафури. Акция протеста состоялась в воскресенье, сообщил «Эхо» один из активистов движения «Дворы наши» Данил Кашапов. Это уже второй флешмоб против строительства компании «Жилстройинвест» жилых объектов на прилегающих к городскому парку территориях. По сравнению с предыдущим мероприятием количество участников, по словам собеседника, увеличилось в несколько раз. На этот раз протестовать вышли более 80 человек. Живая цепь растянулась вдоль лесной зоны. Напомним, ранее заместитель гендиректора «Жилстройинвеста» Иван Зорин в разговоре с журналистом радиостанции сообщал о якобы ангажированности организаторов протеста и непонимании последователей градостроительных процессов. Тогда активисты назвали эти заявления чушью и обвинили застройщика во лжи. И в продолжении темы. Уфимские экоактивисты обвязали шарфами деревья в Кошкином лесу в знак протеста против вырубки. Застройщик пригласил их на переговоры. Ранее стало известно о планах группы компаний «Садовое кольцо» развернуть строительство жилого комплекса, нескольких образовательных учреждений и спорткомплекса на территории леса. Для реализации проекта планируется снести ряд частных домов и гаражей, а также около 17 тысяч квадратных метров леса. Активисты из числа жителей микрорайона Глумилино неоднократно выступали против этого, требуя запретить деятельность компании на территории Кошкиного леса и создать на этом месте парк. Также в интернете была опубликована петиция с предложением присвоить ему имя скончавшегося от COVID-19 мэра Уфы Ульфата Мустафина. Как рассказала «Эхо», член Совета по правам человека при главе Башкирии Кристина Абрамичева, во флешмобе приняли участие около полусотни человек. Они привязали к стволам деревьев шарфы, но сняли их после завершения акции из-за предостережения экологов. Туда же подошли подозрительные личности, которые представлялись какими-то медиаторами, активистами различных центров городских активностей, каких-то там инициатив и прочими странными мутными названиями конторами. Брали на себя функцию, чтобы наладить контакт между жителями и застройщиками или администрацией. По словам Кристины Абрамичевой, собравшиеся разделились на две группы. Первая отправилась в лес для продолжения запланированной акции, вторая осталась слушать неизвестных активистов. Часть последних объявила о намерении создать некоммерческую организацию и от ее имени подать в суд на Садовое кольцо. Между тем, застройщик пригласил протестующую сторону на переговоры в редакцию Уфимского коммерсанта, добавила правозащитница.
До этого они не выходили на разговор вообще. В чем претензия-то? В основном жильцов и прочее, что они никаким другим способом не могут до застройщиков достучаться. Не хотели все это время разговаривать, выходить на какой-то диалог. Теперь они опасаются, что врубятся еще защитники Куштау, «Зеленый щит». Активисты новой экологической общественной организации «Зеленый щит» Башкортостана, по словам Кристины Абрамичевой, могут подключиться в случае продолжения конфликта. В настоящее время правозащитники из республиканского СПЧ взаимодействуют с ними через созданную по инициативе Абрамичевой рабочую группу, призванную объединить экозащитников Уфы и Башкирии. В Башкирии более 30 задержанных участников конфликта в Кармаскалинском районе отправлены в суд. В РУВД продолжают оставаться еще 4 человека, сообщил «Эху» председатель общественной наблюдательной комиссии Олег Галин. По его словам, в воскресенье члены организации посетили отдел МВД по Кармаскалинскому району и опросили задержанных в минувшую субботу активистов, которые якобы приехали на встречу с представителями армянской диаспоры для решения конфликта. Далее цитата. «Ввиду отсутствия в отделе специального помещения для содержания административно задержанных, содержатся они в актовом зале отдела. Разбор ведется в кабинетах участковых уполномоченных», добавил Галин. Ранее в интернете распространилась видеозапись задержания, при котором бойцы спецподразделений разбили стекла автомобилей активистов и положили приезжих лицом на асфальт. По данным комиссии, телесные повреждения были зафиксированы врачами, а по факту применения физической силы силовиками составлены соответствующие материалы. И о погоде. Сейчас в Уфе +1, сегодня ожидается до 2 градусов выше нуля, облачно с прояснениями и без осадков. Айдар Ахмадиев, служба информации, «Эхо Москвы» в Уфе. Вы слушаете «Уфимский разворот» – программу, в которой ваше мнение может быть услышано, голос учтен, а СМС-сообщение прочитано в эфире нашей радиостанции. Слушайте «Уфимский разворот» по будням с 8 утра. Да не просто слушайте, участвуйте. Are you ready? Here we go. Продолжаем эфир «Уфимского разворота» на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Айдар Ахмадиев, звукорежиссер Никита Полянин. Мы работаем в прямом эфире. Трансляции в Facebook и на YouTube также ведутся. Номер для сообщений в мессенджере Telegram +7 927 304 10 51. Я напомню, мы продолжаем с вами разбирать тему задержаний в Кармаскалинском районе Башкирии. Там задержали более 30 человек, которые приехали разбираться с местными, я так понимаю, жителями. В том числе говорилось, что это люди армянской национальности. Сейчас мы с вами свяжемся с Аркадием Доларяном, председателем Башкирского регионального отделения Союза армян России. Дело в том, что Союз армян России буквально, кажется, вчера выпустил заявление, что армяне никаким образом не причастны к этому конфликту. И вот сейчас хотелось бы уточнить подробности у Аркадия, каким образом продолжает развиваться история. Вот мы только что разговаривали еще с Эльмиром Мухаметьяновым, бывшим активистом запрещенной в России организации «Башкорт». Он рассказал, что на самом деле армяне там, оказывается, наверняка не особо и фигурируют. Аркадий Доларян у нас на прямой связи. Доброе утро. Да, доброе утро. Как сейчас развивается конфликт, и выясняли ли вы вообще причастность армян, о котором так много говорили, в том числе и государственные СМИ? Да, значит, 7 числа у нас уже поступили звонки по поводу ситуации, как из местного населения, так и среди людей из диаспоры. Значит, ничем не подтверждается. Звонили, выехали в Кармаскалинский район. Я сейчас, конечно, нахожусь в Москве, но выехали и сотрудники в Кармаскалинский район. Я сам лично звонил там нескольким представителям армянской национальности. Вот, ничем не подтверждается. То есть нет ни пострадавших людей среди армянской национальности, нет заявителей. И по непонятным причинам либо провокационные действия ведутся, либо, по крайней мере, на сегодняшний день нам непонятна вот ситуация. Вот. То есть вот на вчерашний день, на вчерашний вечер не подтверждается ни одного человека, который там был причастен, либо, значит, был заявителем. Поэтому мы сегодня делаем соответствующее заявление в органах власти, вот, потому что уже, на мой взгляд, это неоднократно вот такие случаи получаются.
И на основании этого мы просим проверить законность и обеспеченность вот всех тех заявлений, которые были ранее в виде видеороликов или, скажем, СМИ. Хотя вот вчера мы посидели, там ряд были видеороликов, в том числе, я так понимаю, и со стороны пострадавших. Нигде не упомянулось вот слово, что там какие-то люди, армяне или какие-то там конкретные лица были с участием конфликтов. Единственное, там какой-то там парень там упомянул, но его мать в видеообращении там, ну, правда, на башкирском языке, там мы там сделали перевод, там ни одного, опять же, ни одного слова не про армян и не про армянских лиц. Вот, поэтому мы считаем, что какие-то здесь это недоразумения, либо какие-то провокационные действия. Вот. А скажите, если это все-таки провокации, то с чьей стороны они могут быть? Ну, мы не можем четко подтвердить, но вы наверняка там, если следите там и по СМИ, и по всем остальным там каналам, значит, вот это есть политические деятели, или я не знаю, как называть ее должность, вот Рамиля Саитова. Вот в последние времена она, конечно, вот очень часто затронула там по поводу национальных вопросов, там по поводу именно конкретно армянского, ну, я бы сказал, даже в последние времена и христианского вопроса. Возможно, оттуда идут корни. Не могу подтвердить, возможно, и оттуда идет корни. Хорошо, а вот скажите, вы как-то пытались взаимодействовать хотя бы с Рамилей Саитовой, разговаривать с ней? Потому что заявление по поводу армян уже очень давно от нее исходит. Вот последнее, вы знаете, да, там даже она упомянула в том числе ультиматум якобы армянам, что вот армяне, проживающие на территории Башкирии, должны покинуть по непонятной причине территорию республики до конца года. Вот как вы к этому относитесь вообще? Да, конечно. Вот, я, конечно, пытался и дозвониться, но дозвониться не смог. Но в общественных СМИ, вот в том числе в наших соцсетях, я сделал обращение, значит, это попросил даже вот ей, не то что попросил, предложил там побыть в Армении, ну, пригласил даже конкретно вот побыть в Армении, понять, что за народ живет в Армении, понять и быт, культуру и так далее, а потом после этого сделать вывод, кто такие армяне и вообще вот, что из себя представляет армянский народ. Но она, в принципе, согласилась там, да, сказала, что я с удовольствием полечу в Армению там на несколько дней. Ну, как бы вот времена пандемии, к сожалению, вот этого не удалось. Я бы, конечно, с удовольствием бы ее пригласил там, на самом деле, чтобы она видела и посмотрела там своими глазами, там, слышала своими ушами, что за народ и как принимает гостей в Армении. Вот, что касается ее реплики или это, ну, мы там видим, ну, возможно, видим какие-то там лоббистические там атаки к армянскому народу. Возможно, там есть политическая ниша. Возможно, кому-то как-то вот это очень выгодно. Мы, конечно, там разговаривали с органами власти. Там, ну, наша ниша там, ну, я имею в виду тема армянская, там очень маленькая в ее характере там атаки, поэтому у нее и так хватает, по-моему, там всякие разные там политические, там межнациональные там разжигания, поэтому с ней, я думаю, разберутся органы власти вот и дадут
правовую оценку. Хорошо, огромное спасибо. С нами на связи был Аркадий Доларян, председатель Башкирского регионального отделения Союза армян России. Спасибо за довольно взвешенную позицию. Очень важно решать конфликты правильными путями, а не насилием. Это очень важно, на мой взгляд. А сейчас мы с вами свяжемся с Альфиром Сабировым, главой Кармаскалинского района Башкирии. Конкретно с ним поговорим о том, что же известно вот на этот час, что происходит с задержанными, где они находятся, и вообще его мнение по поводу этого конфликта. Но он уже высказывался в социальных сетях, правда, остались определенные дополнительные вопросы к нему. А вы тоже можете присылать вопросы, если время останется, то мы их зачитаем по номеру телефона +7 927 304 1051, мессенджер Telegram. Альфир Сабиров с нами на связи. Альфир Фархатович, доброе утро. Доброе утро. Что происходит на этот час в Кармаскалинском районе? На данный момент ничего не происходит, жизнь продолжается. Слава богу. Вопрос рабочий день начался. про задержанных конкретно. Задержанных в Кармаскалинском районе в данный момент уже нет. Их вчера, после того, как суд вынес решение по каждому, их с Кармаскалинского района вывезли для дальнейшего исполнения решения суда. Что же все-таки, на ваш взгляд, на взгляд официальных властей, произошло в субботу? Что произошло? По информации, опять-таки, официальных правоохранительных органов, произошла изначально конфликтная ситуация, обычно бытовая конфликтная ситуация. Одна из сторон задолжала другой. Начались претензии, которые в конце концов и были высказаны. Дальше события развиваются более бурно. Один из участников ситуации приглашает друзей из запрещенной организации «Башкорт», которые, по имеющимся сведениям, попутно используя данный конфликт, решили, можно подзаработать, подмять под себя здесь какой-то бизнес представителей армянской диаспоры. И произошел конфликт, куда приехали, кстати, несколько машин, приехали из-за пределов Кармаскалинского района, приехали в наш район. О том уже в ходе мероприятий правоохранительных органов у них было обнаружено оружие, и в том числе и огнестрельное травматическое оружие, которое, возможно, они планировали здесь использовать. То есть люди ехали сюда уже конкретно с какой-то целью, с какой-то задачей, не знаю, дестабилизировать, нарушить закон, стрелять, избивать жителей Кармаскалинского района. Вот ситуация. Информацию на тот момент, я так понимаю, уже у правоохранительных органов имелась, и была разработана операция. Ребята были задержаны. Конфликт на самой такой активной стадии был, можно сказать, исчерпан. Угу. А какой конкретно бизнес хотели, как вы говорите, отжать активисты? Не скажу, что армяне в Кармаскалинском районе имеют такой большой успешный бизнес. Есть несколько помещений, которые они сдают в аренду. Есть предприятие общепита. Пожалуй, все. А какой конкретно бизнес-то хотели забрать? Этого я вам не могу сказать. Мы говорим на основании того, что мы имеем от правоохранительных органов, пока более подробной информации нет. Кому конкретно понял. Ехали, хорошо. У кого конкретно что именно хотели отжать, я вам не скажу. Хорошо. Вы знали о планах бойцов, силовиков такую операцию провести? Изначально нет. То есть вы уже узнали по факту после этого? Да, конечно. Эта операция, она готовилась секретно. А о назревании конфликта? Нет. Потому что, я же говорю, изначально в основе ситуации лежали бытовые отношения. Хорошо. Смотрите, дело в том, что в интернете, в телеграм-каналах и в некоторые СМИ в том числе об этом писали, что якобы, люди со стороны как будто бы Башкорта заявляли о договоренностях людей армянской национальности с администрацией района, в том числе, с бывшим главой, кажется, там тоже речь такая заходила. И якобы, армяне в Кармаскалинском районе получают бизнес, у них там много разного рода предпринимательской деятельности они ведут и так далее. Вот это правда? Есть какие-то у вас связи с армянами или нет?
Ну, армяне такие жители Кармаскалинского района, как башкиры, татары, чуваши, русские. Каких-то определенных привилегий никто никому не предоставлял. Не надо, я не могу сейчас основываться, вернее, говорить, на чем основаны вот эти вот сведения, которые сейчас выкладывают. Кто-то с кем-то договаривался, кто-то кого-то покровительствовал, кто-то кого-то крышевал, извиняюсь. Это домыслы. Я не могу подтвердить этих слов. Хорошо, а скажите, вот, то есть все-таки армяне там замешаны? Вы говорите, бизнес, да, хотели вот отнять у армян и так далее. То есть все-таки армяне замешаны? Замешаны в чем? В этом конфликте. То есть как-то... В данном конфликте армяне никакого участия не принимали. Об этом говорят и сами участники конфликта изначально. В видеозаписях, которые они опубликовали, они сами об этом говорят. Армяне здесь не принимали участие. То есть, нет, подождите, а бизнес, который хотели отнять, он кому принадлежит-то в итоге? Если основываться на том, что мы сейчас сведения имеем, наверное, армянам, то, что хотели, как вы говорите, отжать. Ну, то есть все-таки армяне принимали участие? Ну, то есть они как-то задействованы? Нет. В конфликте нет. Но если в широком понимании... Их не было изначально, когда назрела эта ситуация, их не было на месте, когда уже люди приехали на разборки. Там их не было. Смотрите, наши радиослушатели задают вопрос, какая связь между этими двумя парнями и армянами, можете объяснить? То есть как там башкорты, я так понимаю, могли появиться? Более-менее можно понять, а какое отношение к должнику имеют армяне? Ведь башкорты приехали помогать решить проблему с долгом. Вот смотрите, значит, вот даже по видеозаписям, которые сейчас опубликовали участники, мы имеем двух участников, да? Это Айтуган, это Раиль. Значит, Раиль, почему сейчас вообще появились армяне, я так полагаю, почему они фигурируют здесь? У Раиля имеются друзья армяне. Так ведь? С одной стороны, раз. А как здесь появился башкорт, по имеющимся у меня сведениям, Айтуган пригласил друзей друзей, которые состояли, что ли, в этой организации, которые приехали сюда и организовали уже вот этот весь большой конфликт. Вот связь. Одна из сторон имела друзей в лице армян, а другая сторона имела друзей в лице этого башкорта. И я не знаю, какими-то домыслами, додумками, наверное, здесь уже решили, что к этому конфликту имеет какое-то отношение армян. Я не знаю, их здесь не фигурирует. Это просто притянутая такая история. Хорошо. Скажите, вот как вы относитесь к действиям бойцов спецслужб? Вот мы видели эти видеозаписи, да, где разбиваются стекла автомобилей, довольно жесткие задержания, мат, крики. Вы знаете, я считаю, что такие операции в белых перчатках они не проводятся. У правоохранителей имелись сведения, и они подтвердились потом, что у ребят было оружие. Наверное, вместо того, чтобы ждать применения этого оружия, наверное, какие-то действия правоохранители должны были применить. Это была операция, они работали, наверное, в рамках своих каких-то регламентов. Хорошо, я вас понял. А вот смотрите, вчера, кажется, если я не ошибаюсь, телеграм-канал Кушта Онлайн публиковал информацию, что кто-то... нет, это не Кушта Онлайн был, что якобы кто-то хочет закидать коктейлями Молотова в отделение полиции по Кармаскалинскому району и так далее. Вот там какая-то такая опасность существовала до сих пор или нет? У меня такой информации нет, я не могу сказать. Возможно, у правоохранителей была какая-то информация, в связи с чем и было усиление здесь, в Кармаскалах. Но к нам не поступало. Хорошо, спасибо. С нами на связи был Альфир Сабиров, глава Кармаскалинского района Башкирии. Друзья, я хотел бы от себя добавить, пока у меня есть такая возможность. Я думаю, в современное время, в принципе, вообще всегда, раз мы достигли такого развития нашей цивилизации, надо забыть о национальностях. Друзья, все люди равны. Почему мы с вами обращаем внимание на заявления таких людей, которые призывают кому-то покинуть какую-то территорию, какие-то кресты, сносить? Зачем все это нужно? Я думаю, мы должны стремиться к объединению. Я думаю, мы должны стремиться с вами к тому, чтобы никаких конфликтов не возникало. Ведь только вместе можно сделать этот мир счастливым для всех и для каждого в отдельности.
Я думаю, создавая такие конфликты, мы просто отнимаем у людей возможность стремиться к счастью, жить счастливо и так далее. Давайте, пожалуйста, попытаемся одуматься. Вот я в данном случае обращаюсь к тем людям, кто пытается каким-то образом делить людей по национальностям, по цвету кожи и по другим незначительным признакам. Давайте об этом забудем. Это не важно. Важно то, что мы люди, и все. Это вот только единственный фактор. Мы люди. Мы, понимаете, уникальны, пока насколько мы знаем. И все. Не существует армян, башкир и так далее. Существуют люди, жители планеты Земля. Меня зовут Айдар Ахмадиев, Уфимский разворот. Всем хорошего дня. Мягкой посадки вашим батарейкам.